Алмаз Ахунджанович, во-первых, хотел бы выразить благодарность Кабинету министров за то, что сколько лет в Александровском аильном аймаке не было садика. Худага шүкүр, тендер вроде бы провели и в скором времени начнут строительство, за что жители данного аильного аймака очень благодарны. При многих личных встречах с Акылбеком Сынбековичем были достигнуты результаты данных переговоров. Несмотря на это, в Александровском аильном аймаке есть еще школа Арзи Исмаева, где требуется дополнительный корпус. Школа перегружена в 3 раза сегодня. И в этом же аильном аймаке есть село Крупское. Там проблема с питьевой водой уже сколько лет поднимается, но там биртке жардам бериш керек-то, небольшая поддержка нужна будет. И в Московском районе, в центре, в Беловодском, тоже большая проблема сегодня с питьевой водой. Как бы госадминистрация, акимы, главы, аил өкмөтү делают все возможное, но им сегодня нужна небольшая поддержка, чтобы хотя бы купить трубы для замены питьевой системы. Это очень острый вопрос сегодня стоит. Также несколько раз поднимался вопрос о строительстве Дома культуры в центре, в Беловодском. Он в аварийном состоянии, нужно сегодня его снести. Я не раз поднимал этот вопрос. Хотя бы на первом этапе нужно очистить территорию для того, чтобы можно было подготовить проект для дальнейшего его продвижения. Ананкин, на прошлом заседании Лейла Хиянова поднимала один вопрос по поводу моста в районе Такмака, где Думлановский мост. Навесной мост там необходим, потому что очень много граждан переходит границу через Казахстан на территорию Кыргызстана. И есть опасения для жизни. Алмаз Ахунджанович, хотел попросить, чтобы дали хотя бы анализ и проект, что там, как нужно делать. Есть там ребята, которые хотят выступить даже спонсорами для того, чтобы построить этот мост. Вот ошол боюнча Нурбек Омурбекович дагы протокол такшыма берип коюңузчу, мост боюнча, анан просто анализ кылып, что там необходимо, какие документации, какие возможности есть. Спасибо большое. Рахмат, аппарат эске алгыла, протокольный поручение бергиле.